Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем проходить 7-й урок. Тема сегодняшнего урока – природа в устном народном творчестве. Отгадайте загадку. Объясните смысл каждого предложения. Тройка прилетела, скакуны в той тройке белый, а в санях сидит царица, белокоса, белолица. Как махнула рукавом, все покрылось серебром. Уже догадались, что это зима. Тройка – это 3 месяца зимы. Декабрь, январь, февраль. Сидит царица – это сама зима. Все покрылось серебром – это снег. Загадки, пословицы, поговорки, сказки – это произведение фольклора, устного народного творчества. Загадки называются не сам предмет, о котором загадка, а другой, похожий на него. Рисуются яркие признаки того предмета, о котором загадка, по которым его можно узнать. Например, льется речка, мы лежим, лед на речке, мы бежим. Следующее упражнение. Прочитайте, выполните задание. Дерево дорого плодами, а человек делами. Под Новый год пришел он в дом таким румяным толстяком, но с каждым днем терял он вес и, наконец, исчез. Маленькое дело лучше большого безделья. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки. Падают с ветки золотые монетки. Здоровье дороже богатства. Все лето стояли, зимы ожидали, дождались поры, помчались с горы. Загадки. Первое задание. Под Новый год пришел он в дом таким румяным толстяком, но с каждым днем терял он вес и, наконец, исчез. Ответ – календарь. Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки. Ответ – дерево. Падают с ветки золотые монетки. Ответ – листья. Все лето стояли, зимы ожидали, дождались поры, помчались с горы. Санки. Ответ. Второе задание. Отгадки. Жауаптар. Третье. Пословицы и поговорки. Дерево дорого плодами, а человек делами. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Маленькое дело лучше большого безделья. Четвертое задание. Здоровье дороже богатства. Упражнение 43. Третий. Прочитайте текст. Попробуйте превратить его в загадку. Обратите внимание, с чем сравнивается снежинка, как ее признаки называются. Запишите свою загадку. Посыпались с неба снежинки, кружатся в воздухе и падают на землю, одна красивее другой. Вот цветок с 6 лепестками, вот звездочка с 6 лучами. Снежинки лепятся друг к другу, хлопьями ложатся на землю. Летят с неба, кружатся, на землю ложатся, как цветок 6-лепестковый, как звездочка 6-лучевая. Что это? Снежинка. Следующее упражнение. Отгадайте загадки, запишите слова отгадки и переведите их на родной и английский языки. Сам не бежит, а стоять не велит. Мороз. Аяз, фрост. Гуляет в поле, да не конь, летает на воле, да не птица, ветер, жель, wind. Третий. На всех садится, никого не боится, снег, қар, snow. Төртіншісі. И не снег, и не лед, а серебром дерево уберет. Иней, қырау, фрост. Пятый. Кто угадайка, седая хозяйка, тряхнет перинки, над миром пушинки. Зима, қыс, winter. Пословица – это краткое мудрое изречение, имеющее
Поучительный смысл. Пословицы содержат народную правду о жизни, о людях. В них ценится дружба, ум, трудолюбие, мастерство человека. Высмеиваются лень, ложь и другие. Сравните. Не спеши языком, а торопись делом. Поговорка. Это яркое и меткое народное выражение. В ней дается оценка человеку и его поступкам, событиям. Например, о хороших друзьях говорят: их водой не разольешь, живут душа в душу. Найдите в каждом тексте пословицы, подготовьте устное сообщение о них, раскрыв их смысл. Дополните полученный текст информации о казахских пословицах, посвященных зимним месяцам. Составьте 2 тонких тексту. Название декабрь родственно слову дециметр. Оба эти слова образованы от латинского децем, что значит 10. Дециметр – 10-я часть метра, а декабрь у римлян был 10-м месяцем. Название это сохранилось, хотя месяц стал 12-м, последним в году. В декабре солнце поворачивает на лето и зима на мороз. Декабрь год кончает, зиму начинает, так говорит пословица. В старину на Руси январь называли сечень, так как он рассекает зиму на 2 половины. Древние римляне назвали этот месяц январис в честь Януса, бога солнца и счета. На пальцах правой руки Януса было написано число 300. На пальцах левое число 65. 365 – это общее число дней в году. Январь по пословице году начала, зиме середка. Название месяца февраль, латинское по происхождению. В Древнем Риме он заканчивал год, поэтому в конце месяца устраивался большой праздник, на котором римляне приносили жертвы покровителю стать богу Фебрусу. Отсюда и название месяца, а древнерусские его название лютый, ведь в феврале стоят лютые морозы, метут метели, выпадает много снега. Русская пословица говорит: вьюгу до метели под февраль полетели. Теперь пословицы. Декабрь год кончает, зиму начинает. Январь году начало, зиме середина. Вьюги до метели под февраль полетели. Упражнение 45. Прочитайте. Отгадайте только зимние загадки. 2 плетенки, 2 сестренки из овечьей пряжи тонкой. Как гулять, так надевать, чтоб не мерзли 5 до 5. Ответ – валенки. Кто зимой холодный бродит в лесу злой, голодный? Ответ – волк. На дворе переполох, с неба сыплется горох. Съела 6 горошинина, у нее теперь ангина. Ответ – град. Прочитайте рассказ и ответьте на вопрос в тексте. Семеро одного не ждут. Как-то раз мы всем классом собрались в поход. Все ребята пришли, а Санджара не было. Мы его подождали немного, но не дождались. Пошли в поход без него. На другой день все весело делились впечатлениями о походе. Один Санджар молчал. Ему стало завидно. «Почему вы меня не подождали?» – спросил он. Как мы ему ответили? Мы могли ответить Санджару, объяснив, что пословица «семеро одного не ждут» означает, что большинство не должно ждать меньшинство, если это задерживает их планы или действия. Мы могли бы сказать, что нам было жаль, что он пропустил поход, но мы не могли ждать его бесконечно, так как это было бы несправедливо по отношению к остальным ребятам, которые пришли вовремя.
Возможно, мы также могли бы предложить ему присоединиться к нам в следующий раз, если он будет пунктуален. Упражнение 47. Спишите пословицы, объясните их смысл. Придумайте и опишите устно ситуации, в которых можно было бы их использовать. Не было бы снегу, не было бы следу. Много снега, много хлеба. Много воды, много травы. Готовь сани летом, а телегу зимой. Любишь кататься, люби и саночки возить. Укажите верные или неверные ответы. Фольклор – это устное народное творчество. Верно. Загадка по-казахски жумбак. Верно. Пословица по-казахски метель. Неверно. Пословица по-казахски махал. Верно. Поговорка по-казахски мәтін. Неверно. Составьте синклейн к слову пословица. Пословица мудрая, народная. Учит, наставляет, передает. Жизненный опыт в краткой форме. Мудрость. На сегодня все. До свидания.